Иногда, чтобы понять красоту сегодняшнего дня, достаточно просто посмотреть вдаль. Это памятники истории и архитектуры, которые входят сейчас в число самых ценных объектов мирового культурного наследия. Мы должны каждое решение в отношении возрождения наследия на территории Татарстана, она учитывает интересы как татарского народа, так и русского и конфессиональной. Когда Рустам Нургалиевич берется за какой-то проект, он очень эмоционально всегда заряжен на эту тему. Он всегда добивается финансовой поддержки из федерального бюджета, потому что знают, что это будет хорошее решение, это будет хороший проект. Сравнивать что-то необычное с жемчужиной было принято во все времена. Иногда, чтобы понять красоту сегодняшнего дня, достаточно просто посмотреть вдаль. Здорово, если сейчас вокруг вас все красиво, но важно, чтобы красиво и знаково было и то, что скрыто от глаз. Наше прошлое, прошлое наших предков, ну и, конечно, будущее, которое тоже пока скрыто. Во все времена мудрые люди считали, что человеку для полного счастья, помимо удовлетворения насущных потребностей, необходимо почувствовать звонкий, порывистый ветер в своих душевных парусах. Безусловно, такому полету, такому подъему способствуют и два крыла: знание своей истории, знание своей культуры. Крылья, которые помогают и направляют, поддерживают и дают вдохновение. Для кого-то это еще и добрые дела, для кого-то умение быть внимательным и открытым для ценностей других. Это место обладает особой силой. Тут зелено, красивый парк. Но главное, что именно здесь, в районе Отрадная Москвы, расположился духовно-просветительский комплекс традиционных российских религий. Мечеть, церковь, синагога и буддийский храм. Гуляя, гости парка могут лицезреть обряды, принятые в разных конфессиях. Ну и, конечно, дети растут и видят, что добрососедство – это естественно. Духовно-просветительский центр был открыт больше 20 лет назад на берегах реки Лихоборка. И инициатива создания такого центра принадлежит татарину Рашиду Баязитову. Строительство храмов удалось за счет его благотворительного фонда духовного развития татарского народа «Хиляль» и стало подарком для жителей всей округи, разных национальностей и религий. Когда хотят сказать о чем-то красивом, редком, необычном и дорогом, говорят: это жемчужина. Жемчужина коллекции, жемчужина города, души. Сравнивать что-то необычное с жемчужиной было принято во все времена. Причем у каждого из нас она может быть своя, одна или даже несколько. Это памятники истории и архитектуры, которые бережно сохранены усилиями энтузиастов и подвижников и входят сейчас в число самых ценных объектов мирового культурного наследия. Благодаря таким людям, как вы, происходит взаимообогащение культур народов нашей страны. Президент сказал, что сила России в ее многонациональности. Дополню, что в этом и величие нашей культуры. А как сказать, если таких жемчужин уже россыпь? В Татарстане именно так и происходит. Сейчас в республике переплелись старина и настоящее, красивое и особенное, ценное и общепризнанное мировое. За проект музеификации Волжского историко-археологического комплекса и острова Града Свияжска. Благодаря инициативным и неравнодушным людям у Татарстана теперь есть настоящие жемчужные бусы из восстановленных и созданных музейных пространств.
Премия правительства страны за значительный вклад в развитие культуры, за особенные творческие идеи в этом году у 12 российских проектов. Татарстанский, патронируемый Ментимиром Шаймиевым, в этом почетном числе. Премии также удостоены ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. К разговору о ценности истории мы совершенно неожиданно вернулись в беседе с самой обаятельной женщиной российского правительства Татьяной Алексеевной Голиковой. Именно на ее хрупкие плечи, в том числе как вице-премьера, курирующего социальную политику в стране, и легла борьба с коронавирусом. Свой совершенно немногодневный, буквально несколько дней отпуск Татьяна Алексеевна провела в Татарстане, осматривая исторические объекты Болгар и остров Град-Свияжск. Но об этом я расскажу позже, а пока обо всем по порядку. Татьяна Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время встретиться с нами, ответить на наши вопросы. Вы, наверное, знаете, конечно, знаете, республика очень активно использует у себя новые форматы взаимодействия, новые практики, новые идеи через призму социальной политики, демографии. Как в целом вы оцениваете эту работу? Первое, что я хочу сказать, что я всегда относилась с большим уважением к республике, к народу республики и, конечно, к руководству. В 90-е годы мне довелось познакомиться с первым президентом Ментимиром Шариповичем. Он меня уже тогда поразил своей мудростью и необыкновенным знанием жизни. Ну и, собственно, с тех пор мы с ним знакомы, и когда я приезжаю в Татарстан, мы непременно с ним встречаемся, и он рассказывает о своих достижениях уже на новом поприще возрождения исторического наследия республики. И почему я начала с Ментимира Шариповича? Потому что основы отношения к людям через призму социальной политики, они были заложены тогда, и сейчас продолжаются Рустам Нургалиевичем. И мне очень приятно, когда Рустам Нургалиевич берется за какой-то проект, он очень эмоционально всегда заряжен на эту тему. Он всегда добивается финансовой поддержки из федерального бюджета, и хочу сказать, ему всегда с большим удовольствием дают, потому что знают, что это будет хорошее решение, это будет хорошее сооружение или это будет хороший проект в зависимости от того, что мы реализуем. Я хочу сказать, что и в этих направлениях, и в здравоохранении, и в демографии Республика Татарстан всегда считала, что она должна быть первой. Команда, которая сейчас работает с Рустамом Нургалиевичем, она делает все возможное для того, чтобы все, что связано с реализацией национальных целей в этой сфере, поставленных президентом страны, в Татарстане было реализовано лучшим образом. И я хочу сказать, что это удается потому, что коллеги берут все лучшее, пытаются внедрить у себя, и это получается, и это реализуется. Ну, достаточно сказать того, что за 2019 год в Татарстане достигнут очень низкий показатель смертности, и фактически Татарстан приблизился к тем искомым национальным целям, которые были поставлены нашим президентом. Понятно, что в этом году ковид внес свои коррективы, но это не касается Татарстана только, это касается и всей страны. Нам еще всем вместе предстоит проанализировать эту ситуацию. И, наверное, если возвращаться к демографии, это очень сложная тема, которая касается не только Татарстана, которая касается всей страны. Мы наблюдаем в последнее время сокращение рождаемости, которое связано с известными двумя демографическими волнами, но меры поддержки, которые сегодня приняты в республике, свой вклад дают. Я знаю, что в республике на первое рождение приходится порядка 39%, что поддерживаются семьи, которые имеют 3 и более детей. И хочу сказать, что мне было приятно, что, например, в Татарстане растет количество семей, которые имеют 5 и более детей. Когда дома звучат детские голоса, это самое большое счастье. И действительно, в 2019 году это счастье вдвойне и даже тройне испытали многие родители. Ведь согласно статистике, в Татарстане из общего числа новорожденных
Больше половины – это именно вторые и третьи дети в семье. В республике, как и в целом по России, сейчас тот период, который эксперты называют демографической ямой. Это аукаются сложные 90-е годы, когда многие родители просто боялись заводить детей из-за неопределенности и сложной экономической ситуации. В 2019 году в Татарстане из общего числа новорожденных зарегистрировано свыше 22 тысяч мальчиков и 21 тысячи девочек, а в 500 семей республики появились двойни. Ну а сейчас самая красивая цифра – в 6 семьях – тройни. Эти месяцы много говорят о том, как была построена и запущена новая республиканская инфекционная больница. Корпус, где будут лечить пациентов с COVID-19 и другими опасными заболеваниями, рассчитан на 232 места. Однако в режиме чрезвычайной ситуации здесь можно будет развернуть 504 койки. Современное четырехэтажное здание общей площадью 17,5 тысяч квадратных метров строители возвели фактически за 100 дней. Это стало их подарком к вековому юбилею республики. Если обратиться к ковиду, то президент республики принял решение о строительстве инфекционной больницы. И вот она совсем недавно открылась и появилась в республике. И это, я бы сказала так, что это в том числе залог успешного прохождения осенне-зимнего периода, потому что есть хорошая база, есть широкие возможности для оказания помощи. От того, как будет развиваться ситуация с COVID-19, зависит многое. И в том числе масштабные мероприятия, которые были запланированы к проведению в последующие месяцы и даже годы. Вот то, что счастье открытости мира, в 2022 году мы получили право. Это очень большое, значимое решение. В Татарстане намечается провести Всемирный конгресс по объектам мирового наследия. Как хорошо. По этого комитета. Во всяком случае, очень многие страны стремятся, но учитывая, что у нас много делается и есть понимание, и у нас действительно сейчас есть специалисты. Мы можем гордиться сегодня тем, что мы можем восстанавливать объекты всемирного наследия по правилам строгие ЮНЕСКО. Там эксперты тысячами, тысячами. Но мы к этому готовы сегодня. Репутация как золотая монета. Для всего международного сообщества вот это вот самый главный показатель. Так, результат и репутация. Во всех странах мира отношение к старине разное. Конечно, очень важно, чтобы в эти процессы поддержания, реставрации памятников мировой архитектуры вкладывались деньги, а еще на их обслуживание и позиционирование, продвижение на мировой арене. Ведь мы живем в современном мире, и без этого никуда. Но по моему глубокому убеждению, не менее важно, чтобы помимо денег во все эти процессы вкладывалась и человеческая душа. То, что сделано Республиканским фондом Возрождения, известно далеко за пределами России. Еще одно тому фактическое свидетельство – государственная премия. Объекты культурного наследия ЮНЕСКО, Болгары и остров Град-Свияжск. Помочь наполнить духовные паруса многонационального народа республики – в этом видят свою миссию основатели Фонда Возрождения. Главное, в чем уверен Минтимир Шаймиев, это то, что восстановление исторических объектов в республике происходит и дальше всегда должно происходить с учетом интересов многоконфессионального народа Татарстана. Минтимир Шарипович, поздравляю вас от лица всех татарстанцев с такой красивой, большой наградой. Поделитесь, пожалуйста, эмоциями, которые испытываете. Спасибо за поздравления. В моей жизни наград было немало, вы знаете об этом. Но я хочу сказать, что сегодняшняя награда, она имеет особый оттенок.
настолько он ценен, что вдруг ты оказался еще как-то среди награжденных, потому что для нас всех, может быть, в текущей жизни мы не все об этом задумываемся. Сейчас главное обретение духовности в нашем обществе. Почему, я вам должен сказать, успехи республики, мы этому радуемся, и они очень заметные. И не только мы сами замечаем, что нас, значит, импонирует нам, что уже в российском обществе, да, уже нас видно. Почему? Потому что есть результаты. А сколько вот мы вклад, ведь за последние 20 лет нет, только в Татарстане, значит, 3 объекта, значит, уже в списке всемирного наследия. Еще готовится вот Казанская обсерватория. Я почему говорю, такого нигде нет. В смысле, пока в российском пространстве за этот период. Это огромный успех, конечно. Вы знаете, долгое время же для зарубежных гостей Москва и Питер были основными центрами, которые привлекали к себе туристов и по которым узнавали Россию. 2 главных города, да. Но я сейчас могу четко совершенно сказать, что Татарстан и Казань не менее притягательны. Исторические места, которые сейчас возрождаются, тоже также привлекают к себе и иностранных гостей, и есть что посмотреть, есть о чем рассказать. И уникальные факты истории вот, возрождения и зарождения Татарстана на Булгары территории. наши, да, вот как раз. Вот я в этом году, поскольку была с частным визитом, достаточно подробно, хоть и коротко, послушала вот эти все исторические вещи, которые для меня в определенной степени были открытием. И очень хорошо, что Рустам Нургалиевич, ну и, собственно, и Ментимир Шарипович также ранее, они воспитывают в молодом поколении и в поколении более взрослом вот эту любовь к своей земле, к своим традициям. Вы знаете, в Булгуре что меня поразило? Мы когда приехали, спустились на пристань, там, по-моему, да, и сразу попали в здание вокзала речного. Для меня было открытием, что в здании речного вокзала есть музей. И получается, что человек, прибывая, Сразу окунается. Попадает и окунается. Это на самом деле уникальная находка, я считаю. Мы гордимся и новыми проектами, и нашей историей. И знаете, вот самое главное, что те же 10 лет назад молодежь не так была горда тем, что живет в Татарстане или в Казани. А вот, видимо, когда пошел вот этот уже, ну, как сейчас говорят, раскрутка, вот этот международный имидж, федеральный имидж, когда город действительно город и вся республика стали гораздо комфортнее, современнее. С того самого момента, как в России стало на слуху и набирать популярность движение WorldSkills, участие в котором принимают молодые, а порой даже очень юные профессионалы своего дела, прошло не так уж много времени. Но уже сейчас понятно, что вектор был выбран верный, и у молодежи теперь есть как минимум выбор – не метаться между юристом и экономистом, а стать бесценным профи в своем рабочем деле. Ведь не зря же памятник человеку труда ставили в разные времена и эпохи. Например, вот этот монумент рабочему рядом со мной стоит уже почти 100 лет. Приятно осознавать, что и Татарстан, и татарстанцы внесли в этот процесс свою серьезную лепту. И не только проведением мирового чемпионата по профессиональному мастерству, но и большим количеством завоеванных медалей и подтвержденных компетенций.
Вы часто бываете в республике, как вы сами сказали, с рабочими визитами в том числе, и вы у нас были руководителем оргкомитета по международному чемпионату WorldSkills, он прошел в Казани. Как вы считаете, вот эти вот общественно значимые мероприятия, вот эта открытость республики к тому, чтобы принимать у себя людей, как много значит для развития, для движения вперед, и каким бы вы очертили наследие вот этого чемпионата WorldSkills? Хочу сказать, что не только WorldSkills, но и множество других международных мероприятий и всероссийских мероприятий, которые берет на себя проводить Татарстан, всегда очень успешно и очень так ярко и эмоционально проводятся. Конечно, мы всегда были на связи, в это было вложено много сил, много души. Рустам Нургалиевич жестко следил за всем за этим, да. контролировал эту ситуацию, контролировал и WorldSkills. Их тоже. И все время им говорил: Татьяна, ты их не слушай, мы все равно сделаем все хорошо. Ну, собственно, так и получилось. Но самое главное, он душой, и все татарстанцы, и вся Россия душой переживали, конечно, за нашу команду, за наших ребят, чтобы они хорошо выступили. И даже там какие-то шероховатости, которые возникли при подведении итогов, они, конечно, нас расстроили, но все равно я считаю, что этот чемпионат WorldSkills войдет в историю. 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills прошел в Казани в 2019 году. 1354 молодых профессионала из 63 стран мира и регионов приехали в Татарстан. Были разыграны комплекты медалей в 56 компетенциях. В неофициальном общекомандном зачете российская сборная заняла 2-е место, завоевав 14 золотых медалей, 4 серебряных и 4 бронзовых. 1-е место у сборной Китая, 3-е у Кореи. Когда стали обсуждать тему наследия, то, конечно, первое, что пришло нам в голову, это возможность создания там соответствующего центра компетенций, который будет работать на всю Россию. И, собственно, над этим сейчас трудимся. Немного ковид внес коррективы в наши планы с учетом ограничения передвижений, перемещений и так далее. Но мы все равно это сделаем. И я думаю, что это будет, ну, наверное, как и все в Татарстане, лучшее. Такой же будет в Российской Федерации. 2020 год для республики особенный. Это юбилейный год, год столетия, основания, создания, тогда еще в составе молодого РСФСР. И весь год мы празднуем, несмотря ни на что. Подводим итоги, конечно, строим планы на будущее. На ваш взгляд, что за 100 лет у нашего многонационального народа вот в копилке самое главное? Период становления новой России и период становления субъектов Российской Федерации был очень сложный. Он такой же был сложный и для Татарстана, но я считаю, что мудрость руководства, мудрость принятия решений — это не красное словцо, это действительно так, как вот я считаю, как я это воспринимаю, и как я это оцениваю, и как многие другие это оценивают по прошествии вот уже значительного количества лет. Дало возможность сегодня реализовывать вот те планы и ставить перед собой достаточно серьезные, амбициозные задачи, чтобы это был узнаваемый регион, чтобы это была узнаваемая и знаковая национальность на территории Российской Федерации. И должна сказать, что очень многое Татарстан привносит и в развитие истории и культуры всей Российской Федерации, в развитии экономики Российской Федерации. И я считаю, что это одно из таких серьезных достижений вот за этот период, за период сложный, период войн, разрушений, становлений. Но татарский народ во главе со своим руководством очень достойно из этого вышел и занимает очень достойное место в Российской Федерации. Татьяна Алексеевна, несколько теплых слов, если вам не сложно, нашему народу в честь юбилея. Какие будут у вас пожелания на будущее, на следующие 100 лет? Ну, конечно, я желаю татарскому народу и руководству республики процветания. Именно этого хочется желать в такую знаковую дату. И, конечно, оценивая пройденный путь, хочется пожелать, чтобы следующие 100 лет они были еще более
знаковыми, но уже на новых основах, на новых современных основах, которые активно внедряются в Республике Татарстан. Спасибо вам большое за теплые слова. А я, в свою очередь, от лица всех татарстанцев хочу вам преподнести. Мы выбрали, чтобы вас радовал этот аромат. Спасибо вам, что нашли время с нами встретиться. Спасибо вам огромное. Спасибо Татьяна большое.